Привет! Знаете ли вы, что в 1968 году именно в Star Trek был показан первый межрасовый поцелуй на телевидении? Это был поцелуй между капитаном Кирком и лейтенантом Усурой. А знаменитое приветствие Спока придумал Леонид Немой, позаимствовав жест у древних жрецов. Что ж, для фанатов франшизы хорошая новость. На экраны города выходит Star Trek Бесконечность. События развиваются спустя 2 года после начала 5-летней миссии. Экипаж звездного корабля Enterprise во главе с капитаном Джеймсом Кирком были атакованы могущественной и опасной волной неизвестных пришельцев, которые уничтожают корабль, оставляя экипаж на неизвестной планете, где они оказываются в конфликте с новым безжалостным врагом. Совсем скоро мы узнаем, как экипажу корабля на этот раз удастся выпутаться из, казалось бы, безвыходной ситуации. А пока давайте посмотрим трейлер биографического фильма «Сила воли». История о звезде легкой атлетики Джесси Оуэнс и о том, через что ему пришлось пройти, чтобы выиграть 4 золотые медали на Олимпийских играх в Берлине в 1936 году. Встречавшиеся на его пути преграды и искушения ничто в сравнении с грандиозным забегом, за которым следил весь мир. Затаив дыхание, одни надеялись на победу Джесси как на символ справедливости и достоинства, а другие жаждали его поражения во имя триумфа и идеологии. И вот, спустя 80 лет, уже на пути российских спортсменов вырастают горы клеветы и оскорблений. Прошло время, когда ради Олимпийских игр останавливались войны. Теперь же спортивные соревнования становятся ареной неспортивной борьбы. Ну и ладно, вернемся в мир кино и посмотрим фильм ужасов «И гаснет свет». Ребенком она никогда не была уверена, что реально, а что нет, когда гас свет. И теперь ее младший брат Марти переживает те же необъяснимые и ужасные события, которые когда-то испытывали на прочность ее рассудок и угрожали ее безопасности. Пугающее нечто, таинственным образом привязанное к их матери Софии, появилось вновь. Но на этот раз Ребекка подбирается к разгадке истины, и уже не остается сомнений в том, что их жизнь в опасности, как только будет погашен свет. И снова ужасы, призванные сыграть на наших детских страхах. Что ж, давайте посмотрим, удастся ли им это. А теперь настало время посмотреть трейлер мелодрамы «Светская жизнь». 1930-е годы. Молодой человек приезжает из Нью-Йорка в Голливуд в надежде найти работу в киностудии. В Лос-Анджелесе он влюбляется и обнаруживает себя в самом центре водоворота бурной светской жизни и событий, определивших дух того времени. Мы рассказали вам обо всех киноновинках нашего города. Теперь же выбор за вами. С вами была программа «Дубль» и я ее ведущий Денис. До встречи на следующей неделе.